Через год после передачи ингушских земель Чечне в 1934 году и преобразования в так называемую Чечено-Ингушскую автономную область, которой противились всяческие ингуши, даже ценой многих жизней. В 1935 году в Урус-Мартане сочиняют благодарственную или заблюдническую песенку для Сталина. Если бы море стало чернилом, если бы небо легло бумагой, кто, вдохновленный великой силой, смог передать бы людскую радость? Кто чувства наши к тебе желанный выразить сможет пером дрожащим? Не хватит неба и океанов, чтобы поведать помыслы наши. Дал ты нам счастье, раскрыл нам двери. Брат и отец наш в светлые дали. Крепко желаем, в этом и верим. Долго живи ты, любимый Сталин. Как в перламутре сокрылся жемчуг. Тебя родившее чрево священно. Счастливейшее изо всех женщин. Сын твой стал солнцем нам неизменным. Как будто звезды ярко сияя. Твой нам на солнце вывели облик. Слава твоя от края до края гулко помчалась ко всем народам. Нам, своим детям, счастье дал Сталин. Росой желанной стал для нас Сталин. Цветы украшают поля и горы. Цветок сердец наших, с ними ты споришь. Дал ты нам счастье, раскрыл нам двери. Брат и отец наш в светлые дали. Крепко желаем, в этом и верим. Долго живи ты, любимый Сталин. И если враг нож оточит снова, знай, что союз наш мы охраняем. Когда же, Сталин, ты молвишь слово, мы, точно тигры, всех раскромсаем. Чище росинок и слаще меда. Помолодевший Кавказ с приветом. К тебе несется, поют народы. Сталина имя звездою светит. Дал ты нам счастье, раскрыл нам двери. Брат и отец наш в светлые дали. Крепко желаем, в этом и верим. Долго живи ты, любимый Сталин. Нет, сейчас порядок, нет. Одни банды. В Чечне многие говорят, что жалко, что нету Сталина. Нужен. Нужен. Сталин нужен? Он мужчина был. Так, ну-ка расскажите поподробнее. Что подробно сказать? Ну про Сталина. Про Сталина. Сталин был настоящий мужчина. Это какой бюст? Это еще с тех времен? Да. Это тот самый бюст, который стоял тогда в кабинете, да? Да, я с собой забрал. Интересно. И сталинский. Ну вы же чеченец, как у вас на столе? Ну вы же чеченец, как у вас на столе?